В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Мирном прошел форум «Хозактив». Обсуждали вопросы экологии и конкуренции с синтетическими бриллиантами. Якутия – единственный финансово стабильный регион на Дальнем Востоке. Сбербанк подготовил аналитический обзор. Крупномасштабные учения. В республике готовятся к безопасному пропуску паводковых вод. Арбитражный суд принял к производству заявление о признании банкротом компании «Якутуголь». Зачем вывозить снег, если он растает? В Якутске управляющая компания не реагирует на заявки жильцов. Алданские школьники готовятся к ЕГЭ. Какие методы подготовки они предпочитают, в нашем репортаже. Если Россия будет топтаться на месте или постоянно говорить о своих прежних достижениях в космической сфере, наверстать упущенное будет просто невозможно. Необходимо по максимуму использовать преимущества, имеющиеся у России в этой области. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета Безопасности по вопросам развития космической отрасли. Россия обладает богатым опытом разработки и производства космической техники, подготовки к полетам, реализации масштабных научных программ на орбите. Это уникальный задел, но его, конечно, постоянно нужно наращивать. Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современные модели управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни. Например, в таких базовых отраслях, как телекоммуникации, связь, транспорт, медицина, ЖКХ. Принципиальное направление – это наращивание экспорта. По оценкам, экспертным оценкам, объем мирового рынка космических услуг, связанных с космосом, сегодня составляет порядка 183 миллиардов долларов США в год. И он в ближайшие годы и десятилетия будет только увеличиваться. Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно. Сегодня в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался перед депутатами Госдумы по итогам работы правительства за прошлый год. И сейчас на прямой связи со студией находится наш СОБКОР в Москве Максим Кардозу. Максим, привет. Какую оценку поставили депутаты Кабинету министров и на что сделал упор в своем докладе Медведев? Приветствую, Алексей. Еще рано говорить об оценке, потому что вопросы депутатов к премьер-министру и правительству еще продолжаются. Но я хочу отметить несколько вещей, о которых сказал Дмитрий Медведев. Свою речь он начал с того, что Россия научилась развиваться в условиях санкций, низких и нестабильных цен на нефть и торговых войн. Конечно же, все эти факторы являются негативными, но также они являются и хорошим стимулом работать эффективнее. А также развитие экономики должно стать для нашей страны привычным делом, а не поводом для новостей. Еще премьер-министр отметил, что в нашей стране еще огромное количество бедных людей, и им нужно помочь в первую очередь. Давайте послушаем из первых уст, что же он сказал по этому поводу. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы и смотреть еще и на расходы семьи, а не только на доходы, как мы подчас это делаем. И тогда поддержка государства, я именно к этому все это говорю, будет по-настоящему адресной. А именно такая поддержка и нужна. Мы эту работу начали, создаем так называемый реестр малообеспеченных семей. В нем будет максимально полная информация о тех, кому нужна помощь государства. Бороться с бедностью должно помочь, конечно же, и образование, причем школьное. Об этом премьер-министр
уточнил, потому что он сказал, чем больше знает человек, тем больше у него шансов, конечно же, найти достойную работу и достойную зарплату. И думать о своей будущей профессии нужно, конечно же, еще в школьном возрасте. Премьер-министр отчитался о том, что за год в стране было построено 30 школ, еще 50 находятся в стадии строительства. И вообще на эти цели выделено 25 миллиардов рублей. Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что развитие школ и их строительство производится не только в крупных городах, но и в селах, в труднодоступных местах, а также появляются и технопарки, посвященные детям. Также президент отметил, что, конечно же, стоит и нужно поддержать пенсионеров, и, конечно же, многодетные семьи. Алексей? Спасибо, Максим. Напомню, что на прямой связи из Госдумы, где сегодня с отчетом перед депутатами выступал Дмитрий Медведев, был наш корреспондент Максим Кардозу. Развитие Арктики обсуждали в Москве депутаты и сенаторы Дальнего Востока и Арктики. По данным экспертов, в северных районах уровень жизни намного ниже среднего по стране. И этот факт необходимо исправить. И в первую очередь здесь должны помочь крупные инвестиционные проекты. Во время заседания говорили о важных для Якутии инициативах, например, о строительстве Жатайской судоверфи. Этот проект даст рабочие места, в республике появится еще одна отрасль промышленности, обновится устаревший Ленский пароходный парк. Мы будем поддерживать каждый инвестиционный проект. Эта работа у нас уже, мне кажется, более или менее состоялась, налажена на Дальнем Востоке. Мы будем стараться ее и в арктической зоне распространять. Все наши работы всех наших институтов развития туда перейдет. Я сегодня считаю каждый реализуемый инвестиционный проект в определенной степени своей собственной ответственностью. Поэтому, если что-то мешает, значит, встречаемся, разбираемся, помогаем. Так и будем работать дальше. И в Якутии тоже. Угроза со стороны синтетического алмаза, экологическая безопасность, преобразование совхоза «Новый» в государственное бюджетное предприятие. Это актуальные темы, которые обсуждались в рамках ежегодного форума «Хозактив» компании «Алроса», который прошел сегодня в Мирном. Глава республики, отмечая важность вопросов экологии, сообщил, что в этом году компания обеспечит водоснабжением 29 населенных пунктов Вилюйской группы улусов. Также в ходе диалога руководства с сотрудниками компании были затронуты вопросы, связанные с зарплатной политикой компании и социально-бытовых условий труда. Благодаря тем отчислениям, которые сегодня есть по линии компании «Целевой фонд будущего поколения», строится много объектов у нас по районам республики, социальных объектов, самой различной направленности. И я уверен, что эта политика будет и дальше у нас реализовываться. Мы считаем, что будущее природных алмазов, оно в наших руках. Мы предпринимаем определенные действия, мы не сидим на месте и просто смотрим, что происходит. Мы работаем с такими компаниями, как De Beers, Rio Tinto, с другими алмазопроизводителями. У нас организована совместная ассоциация производителей алмазов. Буквально на прошлой неделе состоялся очередной совет директоров этой организации. Мы инвестируем деньги в поддержку интереса со стороны потребителей к именно природным алмазам. У нас есть хорошие успехи. Сбербанк назвал Якутию единственным на Дальнем Востоке финансово стабильным регионом, который имеет высокий потенциал роста. Кредитная организация подготовила аналитический обзор «Российские регионы и их потенциал экономического роста». По результатам исследования были выявлены 15 регионов, которые отличаются финансовой стабильностью и высоким потенциалом, исходя из текущей экономической динамики и совокупного роста инвестиций в последние годы. Единственным дальневосточным регионом в этом списке стала Якутия. Наиболее успешный регион имеет достаточно высокую долю инвестиций в валовом региональном продукте. Рост инфраструктурных расходов в регионах придется на ближайшую пятилетку за счет реализации национальных проектов. В Ленске при подготовке к безопасному пропуску паводковых вод особое внимание уделяют гидрозащитному сооружению. Уже 4 года обслуживанием стратегического объекта занимается компания «Арарат». Что входит в обязанности подрядчика, расскажет Олеся Васева. Уборка не для красоты. Весной улица Набережная прежде всего объект стратегического назначения. Она часть гидрозащитного сооружения, оберегающего город от весеннего половодья. С середины апреля Адамба уже приведена в полную готовность. Задачи подрядчика, который обслуживает ее уже 4-й год, не меняются. Входит в наших планах очистить дамбу, гребень дамбы весной от снега. Водоспускные сооружения обслуживать. То есть их смазать, открыть, открывать, закрывать и убедиться, что они
рабочем состоянии. В том числе у нас отсыпка гребен дамбы. Отсыпается 4000 кубов ПГС, там в том числе плитняк. Ну, это песчаный гравийный смесь, и большими крупными, и мелкими, и откосы, где у нас промойны, все это обслуживается и досыпается. Это то, что нужно успеть до ледохода. Вторая часть работ начнется уже после него. Дамба вновь будет осмотрена на предмет повреждений. Там, где просядет, подсыпят до проектного уровня. А на откосах начнут традиционные укрепительные работы. Именно они в первую очередь повреждаются во время ледохода. На последнем заседании КЧС специалисты даже подняли вопрос капитального ремонта сооружения. Но в городской администрации уверены, планировать его еще рано. Дамба до сих пор в хорошем состоянии. Износ дамбы должен быть порядка 50%. На сегодня ее износ составляет незначительный процент, до 10 может быть. Проектные отметки, они находятся в норме, откосная система находится в удовлетворительном состоянии. Она же натиск сдерживает всего один раз в году. Да? Это весной, когда поднимается очень высокий уровень воды. Но учитывая протяженность сооружения и самый высокий первый класс опасности, дамба ежегодно требует объемного финансирования. На ее содержание из республиканского бюджета ежегодно выделялось не менее 8-10 миллионов рублей. В этом году республика едва наскребла 1 800 000. Деньги на обслуживание в размере 7 миллионов выделила районная администрация. Плюс софинансирование города – это еще 700 000 рублей. Так что защиту готовили своими силами. Но в период паводка это приоритетная статья расходов. Жители города должны чувствовать себя в безопасности. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Тем временем сегодня в Якутске в местности Усть-Хатын в рамках подготовки к паводку развернули учебный полигон. За ходом учений следил и наш корреспондент Юрий Осипов. По легенде, командно-штабных учений из-за паводка затопило населенные пункты 4 районов и город Якутск. Сразу поступила команда, и все силы мобилизовали на местности Усть-Хатын. Учения проводятся успешно, проводится решение задач органов местного самоуправления, выданы вводные для реагирования. На региональном уровне выставляется городок жизнеобеспечения, проверяется готовность аэромобильной группировки МЧС России, подвижные пункты управления, проверяется все. Действия всех служб во время чрезвычайных ситуаций на полигоне координирует пункт управления. Связь между службами и командованием обеспечивает мобильный узел связи. Мы с помощью этой машины можем проводить видеоконференцию, передачу данных, а также телефонную связь с использованием всех операторов. Весь учебный полигон можно условно разделить на две части. Место дислокации основных сил. Здесь располагаются личный состав, техника, командование. Вторая часть – оборудованное место для пострадавших. Оно рассчитано на 100 человек. В городке жизнеобеспечения есть все необходимое для пострадавших от паводка. Здесь есть жилые палатки, полевая кухня, столовая. Также здесь есть пункт психологической помощи, комната матери ребенка и библиотека. Он также оборудован медицинской палаткой, у которой есть мобильная операционная. Пострадавшие от стихийных бедствий, к примеру, паводка, испытывают стресс, поэтому важно не просто спасти жизни людей, но и уделить внимание психологическому состоянию. Для этого в пункте психологической помощи работает 6 психологов. Особое внимание мы будем уделять детям, пожилым людям, и в целом всем, кто прибудет в пункт временного размещения. Детям и взрослым также будут помогать в комнате матери и ребенка. Социальные работники и педагоги помогут решить насущные проблемы. Социальный работник будет работать с родителями именно в части того, чтобы узнать, в какой помощи они нуждаются. Может, кому-то не хватает одежды, питания. По сообщению МЧС, паводок в этом году ожидается раньше почти на 5 дней. Потому сейчас все силы приведены в готовность. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Жители небольшого села Хангаласского Улуса круглогодично обеспечены чистой питьевой водой благодаря уникальному водозабору. Как правило, в сельских населенных пунктах с водоснабжением есть определенные трудности. В зимнее время население готовит лед, летом пользуются услугами водовозок. О подобных заботах идейцы давно забыли. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В конце прошлого века в Якутии встал вопрос чистой питьевой воды, и в сельских населенных пунктах начали искать ее источники. Так получилось, что в Хангаласском Улусе только в селе Идяй был обнаружен подземный водоем, которому в 1994 году пробурили водозаборную скважину глубиной 120 метров и установили насос.
Два насоса стоят. Один сетевой в деревне Подающий и один глубинный. И еще третий насос, резервный насос находится. И резервуар. По сей день горячей и холодной водой обеспечены жилой сектор, социальные объекты, центральная котельная и пожарная часть. При этом ежемесячная плата за воду далеко не такая высокая, как в райцентре или в Якутске. Напор какой, сильный, нормальный? Да, сильный. А во время половодья вода загрязняется? Нет, нет. Сколько вы платите в месяц за пользование водой? Все вместе получается где-то в районе 2000. Вместе с коммуналкой? Да. В прошлом году на общем собрании по выбору приоритетного проекта для участия в программе поддержки местных инициатив жители села Идяй проголосовали за капитальный ремонт водозаборной скважины. Проект получил одобрение. Из бюджета республики была направлена субсидия в размере 1 миллион рублей. По 150 тысяч добавили наслег и спонсоры, 100 тысяч собрали сельчане. В прошлом году начали реконструкцию, ремонт здания. Обшивка, наклад поменяли, фундамент поменяли, емкость поменяли. И у емкости фундамент тоже поменяли. Нынче жители села проголосовали за ремонт общежития учителей. Заявка прошла конкурсный отбор. Будут выделены средства на сумму 500 тысяч рублей из бюджета республики. Свою лепту в размере 75 тысяч рублей внесет наследная администрация. На такую же сумму окажут помощь спонсоры. И 50 тысяч рублей соберут с населения. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Арбитражный суд принял к производству заявление о признании банкротом компании «Якутуголь». Зачем вывозить снег, если он растает? В Якутске управляющая компания не реагирует на заявки жильцов. Алданские школьники готовятся к ЕГЭ. Какие методы подготовки они предпочитают? В нашем репортаже. В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. Компанию «Якутуголь» могут признать банкротом из-за задолженности. Арбитражный суд Якутии принял к производству заявление компании «Раритек Автогрупп» о признании акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь» несостоятельным, то есть банкротом. Основанием для заявления послужила невыплаченная угледобывающей компании задолженность в размере 9 миллионов 800 тысяч рублей по договору поставки. Данная задолженность была установлена ранее решением арбитражного суда Республики Саха-Якутия и был выдан исполнительный лист на ее взыскание с компании. Судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора состоится 22 мая. Территориальной службой адресных субсидий на жилищно-коммунальные услуги по Нирингринскому району расширен круг получателей льгот на капитальный ремонт. Подробности у Александры Цивиковой. За первый квартал текущего года в Нирингринском районе более 2700 семей воспользовались субсидиями на оплату коммунальных услуг на сумму более 29 миллионов рублей. Порядка 400 человек оформили компенсацию на капитальный ремонт на сумму 535 тысяч рублей. Расширился круг получателей по компенсации по капитальному ремонту. Если раньше в состав семьи заявителя, который обращался за возмещением по капремонту, входили только граждане пенсионного возраста, то сейчас в состав семьи заявителя могут входить неработающие инвалиды первой и второй группы. Необходимо отметить, что все собственники жилых помещений обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать взнос на капитальный ремонт. Граждане, достигшие 80-летнего возраста, не освобождены от уплаты. Льготы на расходы по капремонту носят компенсационный характер. То есть сначала гражданин оплачивает квитанцию, а потом получает компенсацию. Мнение пенсионеров на этот счет весьма спорное. Я сюда пришла оформить субсидию на капитальный ремонт. Помогает. Правда, 5000, но помогает все равно. Они нас берут, капитальный ремонт выплатят, потом нас возвращают. Зачем это делать? И вот мы ходим, я сегодня с утра ездила на такси, собирала все справки. Безусловно, новость о расширении круга получателей субсидий хорошая, но наболевшим вопросом остается сбор документации на оформление, точки которых разбросаны по всему городу, что доставляет массу неудобств для горожан. Поэтому наша съемочная группа решила уточнить вопрос о едином расчетно-кассовом центре для нирингринцев. Все функции по сбору платежей потихонечку переходят от Якутэнерго, Амурэнергосбыт. Эта компания уже здесь у нас была. Они определили, что у них будет отдельное помещение
Вот, мы им определили здание по улице Карла Маркса 25/2, вот, в котором, значит, будут все собраны, значит, службы. Сейчас уже начаты работы по ремонту и реконструкции зданий. И уже этой осенью горожане смогут осуществлять все операции в одном месте. К тому же прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нирингри. Ветхий деревянный дом в самом центре Якутска по улице Губина еще не признан аварийным, но жители жалуются на то, что по весне их топит, а управляющая компания не реагирует на заявки жильцов. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Жильцы по улице Губина, 25 уже устали ждать, когда управляющая компания выполнит свои прямые обязанности по вывозу и уборке снега. При этом мэрия отчитывается о том, что работы выполнены в полном объеме по данному адресу. Вот. Ну, сегодня у нас 17 апреля, и, как мы видим, уже практически растаяло то, что было. Но проблема в том, что, да, снег имеет свойство таять, но он имеет свойство еще, талая вода вся, уходить в низину. А подъезд у нас находится ниже уровня земли, и поэтому мы предполагаем, что в конце концов вся эта талая вода, она уйдет к нам в подъезд. И выходите мне, маме молодой с коляской, и моим второклассницам будет очень тяжело, потому что воды достаточно много набирается, практически сантиметров 30 точно будет. На обращение жителей в окружную администрацию через соцсети поступил ответ о том, что все работы выполнены. Я обращалась через социальные сети к первому заместителю градоначальника, на что мне был прислан ответ, что мы вывозили с данного адреса 80 кубометров снега там в указанные дни. Я сижу целыми днями дома, я молодая мама, у меня маленький ребенок до года. Я в глаза не видела никаких работников, уж тем более спецтехнику. При этом управляющая компания УК ЖКХ «Губинская» вместо того, чтобы своевременно убрать снег и раздолбить лед с прилегающей территории, ждет, когда снег и лед сами растают. Целесообразности нету здесь откачивать, потому что лужи нет такой. А снег разве не превращается в лужу? Еще рано. Минус же, на улице -1. Вы мне как заявителю скажите, пожалуйста. Что вам сказать? Я 3-ю неделю подаю заявку на то, чтобы вывезли снег. Конечно, он растаял уже за 3 недели, но когда он сошел с крыши, тут пройти невозможно было. Ваш дворник, который якобы пришел помочь, только все испортил. Убирали снег мой муж и сосед. Не надо смотреть на меня как на дурочку, якобы я вам тут сказки придумываю. Насчет снега это не ко мне. А кому тогда? Я 3 недели звоню в ЖКХ Губинский и подаю. Назад здесь лужи не было, девушка, не надо. Зато здесь была гора снега, которую можно было вывести, и лужи не было. Тут будет вода, я ее откачаю. А пока здесь воды нету, пока здесь лед, я ничего не сделаю. Хотя лужи нету, ничего нету тут. Вы ждете, когда абсолютно подъезд утопит? У нас уже входит в подъезд. Как мы видим, управляющая компания, не желая выполнять свою работу, за которую, кстати, каждый месяц исправно получает деньги, в буквальном смысле села в лужу. Будем надеяться, что после этого хоть какие-то работы по уборке придворовой территории этого дома будут сделаны. Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Якутск. Как подготовиться к выпускным экзаменам? В арсенале сегодняшних школьников масса методов, как традиционных, так и только получающих распространение. Алданские же выпускники предпочитают способы проверенные, самоподготовку и работу с учителем. А вот от увлечений приходится отказываться, продолжит Татьяна Вахнина. До главных школьных экзаменов осталось совсем немного, и ребятам приходится непросто. Интенсивная подготовка, помноженная на волнение, держит мальчишек и девчонок в неослабевающем напряжении. Впрочем, многие ученики стараются этого не показывать. Мне кажется, что переживают, но не все, потому что некоторым вообще все равно, и некоторые не готовятся. У нас все очень, конечно, волнуются, но все держатся очень оптимистично. Подготовки к экзаменам, как известно, много не бывает. Ее может быть только недостаточно. К итоговым тестированиям можно готовиться разными способами. Как самостоятельно и с помощью репетиторов, так и посредством дистанционных занятий, которые предлагают некоторые вузы. У алданских школьников к наиболее популярным методам относится работа с педагогами и самоподготовка. Настроение работоспособные, они готовятся, они дополнительные берут какие-то знания, очень много времени посвящают тому, чтобы готовиться к тестированию. То есть мы можем сказать, что дети осознанно сделали свой выбор и пришли на экзамены, придут, вернее, на экзамены.
Чтобы довести подготовку до совершенства, в выпускных классах многим ребятам приходится отказываться от увлечений. Так, в спортивных секциях учащихся 9 и 11 классов очень мало. Тренировки не вписываются в режим выпускника. Зачастую сейчас проблема у детей такая, что очень много каких-то уроков, дополнительных занятий, и еще что-то. Они не могут полноценно посещать тренировки. Очень много заняты, очень много задают и так далее и тому подобное. То есть зачастую дети вынуждены заниматься только в свободное от учебы какое-то время такое, которое отрицательно влияет на показатели. Экзамены являются порогом, который обойти невозможно. Его нужно преодолеть. Ранее удача улыбалась не каждому. У некоторого процента выпускников были неудовлетворительные оценки. Наряду со справочниками ежегодно есть и 100-бальники. Впрочем, и тех, и других единицы. В целом, общий показатель сдачи выпускных экзаменов у алданских школьников в прошлые годы был достаточно высоким. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.